Всем привет из города Якутска. Это видеосъемка от 26 декабря. Центр города Якутска, улица Кирова. Вечер. В этот день было очень холодно, под минус 50 градусов. Но для жителей это никакая не проблема. То есть мы видим, что люди ходят, машины ездят. Машины спасают вот такие гаражи, которые теплые, которые сверху видно, да, на машине. Они укутываются ими, и рядом с домом стоит такая машина у вас тепленькая, в любой момент может запуститься. Сейчас спасает это жителей, конечно, не все живут в центре, кому-то надо ездить с края города в центр на работу, поэтому машина это не, как сказать, не роскошь, это действительно необходимость для многих, кто живет где-то с краю города. Так, поднялись мы на второй уровень вот этого здания, улица Кирова. Здесь у них стоянка. И вот там видим елку. Елку эту поставил компания «Алмазы Аномара». Новогодние украшения с Новым годом. И вот такой холод видим. Сильный туман. Улица Кирова сверху. Район первой поликлиники. Много транспорта, конечно, много стало ездить в последнее время. Ну, от этого загазованность в городе стала еще больше. Это торговый центр Туймада. Сейчас мы с вами туда внутрь зайдем, немножко походим по первому этажу. Так, здание это большое, там все не обходишь за раз. Зашли, вот первый тамбур у нас от холода, который защищает внутренний холл. И вот здесь вот второй тамбур. Два тамбура довольно хорошо защищают от холода, еще раз повторюсь, потому что на улице минус 50 градусов, в этом нет ничего необычного. Обычная температура. Внутри зашли, продаются различные сувениры к Новому году, подарки, уже готовые елки. Конфеты на подарок тоже такие, хорошо подарить. Хорошие конфеты. Видим, что в городе Якутске будет гастролировать Тимати 10 января. Билеты вот 17-11 тысяч. Так что, кто есть любитель Тимати, пожалуйста, идите, покупайте билеты, пока билеты еще есть. Различные магазины. Вот в этом магазине чаи продают. На первом этаже очень много магазинчиков, которые торгуют ювелирными украшениями. Различные ювелирные украшения, золото, серебра, серебро под золото, скидки вот, смотрите, 80% распродажи. Так что кого интересует
значит, вот эти вот украшения, значит, добро пожаловать. Видим, продаются различные сувениры, якутский нож. Теплые изделия, рукавицы. Без рукавицы в городе, естественно, невозможно находиться, потому что холод. Пальцы отморозишь себе за 2-3 минуты, если не прятать их. Здесь продают гирлянды, свечи, елки, украшения. Очень большой ассортимент. Так что, кто еще не купил подарки, пожалуйста, добро пожаловать. Вот он, самый центр города, рядом с площадью Ленина. Торговый центр Туймада. Очень большой ассортимент товаров представлен, подарков. Сами видите, объяснять не надо. Напротив, на первом этаже удачная покупка, торговый маркет. Ну и все, я выхожу. Проходим дальше. На площадь Ленина, как мы видим, на площади Ленина у нас горка, памятник Ленину. И что мы наблюдаем? Детки. Детки катаются с горок, когда температура минус 50 градусов. Ну, вы такое видели где-нибудь? Только в Якутске можно. Причем без санок, без ледянок, там, подкладок разных катаются просто с горок. И деткам не холодно. Поэтому многие люди, которые здесь родились, они, в принципе, им привыкать и не надо. Памятник Ленина, чистит дворник. Ну и вот видим елку, новогоднюю елку, красивая, очень красивая елка. И вот эти вот цифры. 2026. Это будет такой следующий путь. Вот, внутри нолик. Через этот нолик мы обязательно проходим, загадываем желание. Ваше желание обязательно должно сбыться. Не сейчас, так, через какое-то время. Здание Якутск геология. Сейчас мы с вами находимся на площади Ленина, а с другой стороны дороги, вот там площадь Республики. Все, мы уже перешли дорогу. Красивые из стекла сделаны вот такие вот украшения. СРГ, коновязь. Вот это вот ограждена, вот эта часть центра, потому что здесь находится сухой фонтан. Мы видим, что спонсор этой елки банк АТБ. Большие елки, такие богато украшенные. Елка как натуральная, то есть из веток. Сейчас же какая мода? Делать елку такую, как конус, наматывать на нее какую-то материю, ну и все. А это вот с натуральными щетинками, как раньше все. Залез, попаял. Елочка красивая, да? Это вторая елка в городе. Первая елка находится на площади Орджоникидзе.
Гостиница, одна из таких самых крутых, Тагандархан, в центре находится, в старом городе. И вот здесь вот много магазинов, восстановлены вот эти все здания. Старые, к сожалению, не сохранились, потому что фундамент, видите, делали прямо на земле, от чего происходила оттайка грунта и здание вело. Но некоторые здания и до сих пор как бы стоят, но это еще не факт, что ваша табуретка, там, простояв сколько, 100 лет, она будет как новая, это еще не факт. А здание строго, ну, это здание восстановлено уже, естественно. Зданий, которые вот начало основания города, естественно, таких не сохранилось, потому что в Якутске вечная мерзлота, и, соответственно, разрушается все это со временем. И есть счастье. Вот такие сейчас модно украшения. Елки, очень красивые елки, натуральные, стоят. Улица Амосова очень красиво, богато вот так вот украшена гирляндами, елками. Сейчас непосредственно подойдем мы с вами к помещению кружала. Все, идем дальше. Перед кружалом находится вот такая вот скульптурная композиция «Якутский Дед Мороз и красавица». Здесь вот это кресло, можно сесть, сделать незабываемую фотографию из очень холодного города в мире, который живет. Гуляем по территории старого города, видим Преображенский храм. Сейчас мы с вами рядом с храмом, на территории находится такая вот ритуальная скульптурная композиция изо льда. Также ясли, вертеп, где старец Иосиф, Мать Мария и Иисус Христос. Овечка. Вот сейчас мы с вами внутри этого здания изо льда. Очень необычное ощущение. Холод. Конечно, холод достает конкретно. Вот сейчас вот принято денежки так выкладывать, ага, вот. Раньше еще подсветка была, но сейчас что-то ее не видно. Здание Преображенской церкви города Якутска. Это уже современная постройка. Улица. За храмом находится площадь Марата, но мы туда не пойдем. Я снимал неоднократно эту площадь, также районы вокруг, рядом с храмом, в
центру, где старый город. Так что, кого интересует город Якутск, вот, добро пожаловать на канал. Там вы увидите много видео про город. Гуляем по центру Якутска, улица Аржакова, старый город. Такие вот здания под старину, и здесь в них находятся магазины. Здесь можно походить, погулять, также что-то приобрести себе. Опять вышли на улицу Рамосова. Так она красиво украшена гирляндами. Все, идем обратно. Это торговый дом, дом торговли, улица Ярославского, вся запружена машинами, как вы видите. Машин просто тьма. В торговом центре находятся различные магазины, так что кто хочет потратить денежки, добро пожаловать. Украшения, кто как может украшает. Это вот вход украшен в таком китайском стиле, фонариками китайскими. Гуляем по улице Ярославского. Вот такой туннель, проход, но почему-то он не светится. В этом году раньше светился, было довольно красиво. Это ресторан грузинской кухни хачапури. Здесь у нас такая активная точка. Здесь находятся 3 торговых центра и различные магазины. Вот один из магазинов, мы видим, закрылся. Здесь находился продуктовый магазин, и он перестал работать. Ну, в общем-то, печально. Конечно. Много-много транспорта. Здание Саха-Экспо. Наверху видим, елка стоит. Люди переходят дорогу. Вот видите, елка там наверху. Саха-Экспо. В нем Бургер Кинг, насколько я знаю, Ростикс, Макдональдса, вкусной точки в Якутске нету. Машины вот едут, и от них вот такие кучи клубы дыма с выхлопной трубы. Рядом со зданием Экспо мы видим, продают елочки, уже вот так аккуратно упакованные, чтобы листья там вам не мешали. Цены там 3-4 тысячи рублей. Цена зависит от длины. Кофейня украшена красиво. Лаваш. Можно здесь покушать, заверни, бургер. То есть, если вы проголодаетесь в городе, перекусить проблем вам не составит. ЦУМ, здание ЦУМа. Торговый центр Проспект.
В этом месте, как обычно, скопище транспорта. И вы слышите такие звуки, да, когда вот замерзает, как будто бы по льду ходишь, такие звуки. Напротив мэрии вывеска вот «Я люблю Якутск». Здание мэрии города. И вот эта вывеска. Довольно красиво сделана, заиндевевшая вся от мороза. Минус 50 градусов. Это все-таки вам не хухры-мухры, а холод действительно, которого замерзаешь. Вот здесь в центре такая вот скульптурная композиция, 20 лет Якутдорстрой сделали они. Остановка теплая, кинотеатр Центральный. Проспект Ленина украшен такими вот позициями сверху светящимися. Ну и остановка. Много-много народу, пазики. Все хотят уехать, поэтому автобусы забиваются до предела. И вот здесь вот теплая остановка находится, как вы видите. Народу много. Пятница, конец рабочего дня. Обычно в этот день людей, транспорта очень много. Город растет в количестве жителей, много новостроек, поэтому люди ездят. Не у всех возможность есть зимой ездить на личном автотранспорте. Это довольно затратное удовольствие. Поэтому большинство жителей пользуются общественным транспортом. Дальше проходим с вами по проспекту Ленина, видим магазин «Бриллианты Якутии». По проспекту очень много ювелирных магазинов. Приближаемся к площади Орджоникидзе. Напомню, что в этот день температура была под минус 50 градусов. Довольно холодно. Это без шуток. И когда температура за 40 градусов в городе, всегда вот мы видим туман. Городу Якутску 393 года. Год основания города 1632 год. Почти 400 лет городу. Один из старейших городов Сибири, Дальнего Востока. Форпост, город Якутск. Отсюда первопроходцы проходили и осваивали новые территории России. Здание Лорпа, красивые елочки вот такие вот. И вот здесь вот эти якоря. Возле здания Лорпа. Это площадь Орджоникидзе, видим елку красивую, самая красивая елка в городе. И самое главное, здесь 1 декабря обычно зажигают огни. Приезжает Дед Мороз и зажигают. Это здание главпочтамта.
Вот возле входа такие красивые елочки стоят, симпатичные, натуральные. Сейчас мы с вами пройдем поближе к елке и посмотрим поближе. Перекресток улицы Дзержинского, улицы Орджоникидзе, Повод. Перешли дорогу, приближаемся к елочке, и здесь рядом видим скульптуры по мотивам сказок. Подсветка такая вот разноцветная, довольно красивое зрелище. Посмотреть вечером особенно. Днем как бы они без подсветки, а вечером включают подсветку. Здесь еще скульптуры изо льда, тоже по мотивам сказок. Царевна-лебедь. Эти скульптуры делали приезжие мастера, вот, которые делают из ледовых фигур, в том числе и за границей были. Ну, такой конкурс проходит регулярно. И 1 декабря зажигают елку. Так что вот немножко мы с вами походили. Приятно было для вас поснимать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.